Батюшка Иоанн Кронштадтский жил в наше время. Он жил в Петербурге не так уж давно, когда в России люди отступили, забыли уже Бога. Они жили по-плотски, они ничего не знали, очень мало знали о Боге. Они жили, веселялись, все по-плотскому. Они в них царствовало зло, вот страсти у них, а их забавы были самые грубые, плотские. Играли карты, выпивали, курили, блудодействовали. Вот это были их занятия. Вот так же сейчас происходит в нашем миру, на Западе. Люди не знают, забыли о Боге, они все живут по-плотски. Они также и живут. Вот, курят, пьют, веселятся, гуляют, но не имеют времени для молитвы, не знают, что молитва, не знают, что ходить в церковь. Батюшка Иоанн Кронштадтский как раз работал в такой среде, в таком мире. Он смог помочь таким людям. И это должно быть урок для нам, священнослужителям в настоящее время. Во-первых, он надеялся на молитву. Это было самое главное в его жизни. От самого детства он привык молиться перед каждым делом, тем более перед церковным делом, потом уже как батюшка. И за каждого, которого он встречал, он молился, и Бог через благодать Святого Духа исполнялась через эту батюшку, помогала людям. Он смог многих привести к православию, к понятию Божию, к праведной жизни. Так что мы должны взять его пример, вначале молитву во всем. Потом он постился, но не так, как мы думаем, пустынники постили. Он ел все, как полагается, по правилам церкви. Когда можно было есть рыбу, он ел рыбу, когда нельзя было молочным, не ел. Так он понемножку, так и мы должны были брать пример, но не идти через меру. Самое главное для нас это молитва, потому что без молитвы ничего не получится. Он на каждого смотрел как образа Божия. Несмотря на какой человек был босяк, хулиган, разбойник, он всех жалел, всем помогал и обращался как к своим детям. Потому что он никогда не терял в виду, что мы все дети Божьи, мы все братья и сестры, мы все склонны теми же грехами. И сами можем в любое время согрешить. Так что будем далеки от высокомерия, от самооправдания,
от гордости, от осуждения. А во всем будем молиться за братьев наших. Возьмем его пример в жизни нашей. Вот, примет вас Господь и поможет нам дать его пример и также помочь братьям нашим вокруг нас спастись. Господи,